Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор. Сегодня с вами мы говорим об очень важной теме, которая волнует каждого из нас. Мы говорим о здоровье. Вернее, мы говорим о нашей больной медицине. И мои собеседники, врач ЦЦМ Бахтияр Абсаматов и председатель профсоюза медицинских работников Айдаров Нуралы. О Бахтияре Абсаматове мы писали, «Кактус Медиа» уже писали. Это тот самый врач, который приглашал нашего министра здравоохранения на дебаты. Бахтияр, вы что хотели сказать министру, когда приглашали его на дебаты? Во-первых, когда первое мое выступление в адрес министра, вызов его на дебаты, я как раз поднимал там вопросы, писал именно вопросы, те, которые я хочу с ним обсудить. Это вот непосредственно как раз проведенные реформы, которые были до егошнего поста, который в течение 2 лет проводилось по ЦСМ, по Центрам семейной медицины, да, именно внедрение в семейную медицину, внедрение этой индикаторы, то есть и оптимизация всех поликлиник. После того, как он начал обвинять, еще был такой момент, что он я помню. Обвинял врачей, медиков. Но это действительно было неправильно, это меня очень сильно задело. Почему? Потому что я тоже изначально там писал как раз, что, во-первых, эти реформы, это не сами медики сделали. То есть эти реформы выходят от Минздрава. Эти реформы, которые в течение 2 лет работали в Бишкеке, да, и потом в конце, когда действительно изначально эта реформа когда шла, мы против были категорически, почти 99% медиков были против этой реформы. Нас действительно заставили, нас никто не слушал, и после этого в конце он заявляет, что, оказывается, на фоне этой семейной медицины, на фоне этих индикаторов врачи обманули. То есть это действительно было неправильно, это действительно было нехорошо. Почему? Потому что надо было разобраться изначально ему, надо было поднять эти реформы, действительно, кто его сделал, как его сделали, почему не было доработок, да? И один из этих вопросов, то, что он так неправильно высказался, что врачи обманывали, они ради денег приписывали себе эти индикаторы. Хотя эти индикаторы, которые созданы были Минздравом, это вообще неправильно, как они создавали все это, даже уму непостижимо. И это все, очень много недовольных было медиков и возмущений, да, таких. Нуралы, вы как председатель профсоюза, вас-то должны слушать? Вы как представитель, вы на страже должны быть интересов врачей? Все верно, абсолютно верно. Хочу на счет этого привести пример. Буквально месяца 2 назад выявилось случай по стоматологии, которая находилась в 19-й поликлинике и 15-й поликлинике. Незаконные стоматологии. Я выступил, сказал, что есть незаконные, что есть, то есть то, что там происходит, это все незаконно, и решить пути, как-то решить эти проблемы, это минимум. Мы показываем даже проблему, то, что есть проблема решать. Министр заявляет, что в компетенцию министерства это не входит. Тогда я не знаю, какое госучреждение, учредителем является Министерство здравоохранения, но, к сожалению, нет. Это такой момент, где министерство все равно. Теперь второй момент. Даже являясь председателем профсоюза, на сегодняшний день я бы хотел сказать, что Министерством здравоохранения не обследуется исполнение приказов. 4 месяца назад министерство издает приказ, 10-дневный срок, рассмотреть выплаты компенсации. Уже 4-5 месяц идет, 10 дней давно прошло, никакой реакции нет. То есть министерство пишет, то, что она пишет, никто не соблюдает, и всем все равно. Это по работе Министерства здравоохранения, это так, я бы хотел сказать. То, что само министерство өзінің жұмышын атқарып жатқанда, жұмышының башынан баштап аяғына чыгышпайды, так скажем. Понятно. Вы затронули тему компенсации.
Это очень острая тема, сейчас нам пишут постоянно, как обстоят дела с компенсациями врачам. Давайте вот расскажем. Честно. Да, честно, если честно, вот так. Более 10 тысяч медработников в прошлом году не успели подать документы в Министерство здравоохранения. Это больше 10 тысяч, это однозначно. Это те, которые... А что, там нужно был какой-то большой пакет документов? Это сложно собрать? Нет, это, в принципе, и не сложно было собрать. Просто, помните, черный июль, не было ПЦР-тестов, анализы не все сдали, но они переболели, кто-то в легкой форме, кто-то в тяжелой форме, кто-то пневмонией переболел. И сами медики? Сами медики, да. Министерство здравоохранения в первую очередь берет, то есть первые заявления берут июнь, июль, август, и через полгода только решают первые вопросы, хотя у них накапливается более 5000 документов в Минздраве. Остальные приторможены, потому что не дают никакого ответа. Реакция была 0. А потом 1 января правительство издает постановление номер 1 и утрачивает распоряжение 34. И тем самым сейчас такой казус, все медики не знают, что делать. Я им говорю, подавайте в суд. А каким образом? Легко. Берут, значит, в первую очередь отказ. Сейчас же на местах рассматривается. На местах организация должна дать отказ о выплате компенсации, ссылаясь на любую норму, которую сейчас Минздрав, любые приказы, которые Минздрав сейчас издал. Потом апелляционная комиссия Министерства здравоохранения есть. Подается заявление в апелляционную комиссию Министерства здравоохранения. Теперь вот именно в апелляционной комиссии Министерства здравоохранения должны работать квалифицированные юристы. Они должны уже рассмотреть, да или нет. То есть действительно ли, обоснованно ли отказали медработнику. И если только как получает отказ от апелляционной комиссии, потом уже нужно будет подать в суд. В суде, я думаю, выигрыш на 99% можно выиграть всем медикам своей компенсации. Они работали, да. Тот период было тяжело. Все медики знают, что бок в бок рядом работали. То есть заключение дают медики, которые работают именно в этой организации, что да, этот человек в тот период работал, да, этот человек обслуживал население, табеля имеются, но нету некоторых документов, как, например, больничного листа. Вы сами помните, тот период был тяжелый, невозможно было выйти на больничный, потому что не хватало рук. Медиков. Потому что тогда некому было бы лечить. Да, тогда некому было бы лечить. Значит, на листок нетрудоспособности никого не отпускали. То есть, тем самым у них нету одного из документов. То это есть раз. Врач болел, находясь на работе. Все верно. Документа у него нет о том, что он болел. Да. И, соответственно, поэтому он не может... Нет, у него есть, значит, есть определенные документы, анкета, что вот он в тот день заболел, есть акт, что этот человек на самом деле заболел, есть заключение комиссии, что где, как работал и во сколько приблизительно и от кого мог заразиться, да. А потом сопутствующие документы, больничный лист, нету этого больничного листа. ПЦР-анализ, нету ПЦР-анализа, но есть этот рентген-снимок, где пневмония. В дальнейшем пневмония с ПЦР-анализом ковидом приравнивают, но Минздрав уже отказывает принимать вообще документы. Сегодня вот такой казус. То есть, в принципе, можно выдать, но я так думаю, что у правительства нет денег выдать компенсацию. Из-за этого находят разные пути отказа. И сколько человек оказались в такой ситуации? Сколько медиков? Больше 10 тысяч. Это минимум. По всей стране? Да, это по всей стране. Нет, я не могу доказать, что я болел. Вот такие моменты, да. На какую компенсацию вы можете рассчитывать? 200 тысяч сомов. 200 тысяч сомов. Даже было предложение, если у государства нет денег, нет денег, но есть тогда земля. Могут выделить землю, на эту землю любая строительная компания может построить 20% бесплатное жилье. То есть по 200 тысяч все получают в виде сертификата. То есть государство выделяет землю, а медики получают свои 200 тысяч. Ага, то есть вот медики предложили такой вариант.
Государство выделяет землю, на этой земле строятся многоквартирные дома. Да, из этих многоквартирных домов они бесплатно строятся строительными компаниями, и они бесплатной основе 20% отдают владельцам земельного участка, это медикам, и тем самым можно будет как бы приравнять все ущербы. Да? Этот проект был выдвинут Жогорку Кеңеше Чингизом Макешем. Но до сегодняшнего дня пока еще стоит. Понятно. Вы говорили о реформах. Вот, да, реформы ведутся, я как пациент тоже с ними сталкиваюсь. Честно скажу, мне они кажутся странными как пациенту, как врач. Вот это оптимизация, реформирование, как вы оцениваете, как выглядит наша медицина вообще, после оптимизации и реформ? Вся реформа, вот тоже я изначально, когда писал, вот, что в течение 5-10 лет вся реформа, которая проведена Министерством здравоохранения, она ни к чему не привела. Мне кажется, что наоборот она привела к каким-то противоположным, отрицательным результатам. Да, то есть само качество обслуживания населения, оно падает. Здесь как бы такового увеличения, то есть прихода молодых специалистов нету. То есть буквально на местах, да, вот именно поликлиническое, первичное звено, очень страдает молодых кадров. Нету молодых кадров, никто не хочет идти туда на такую низкую зарплату. И выполнять... А какая зарплата, кстати, у врачей? Вот, например, я, как молодой специалист, у меня нету такого стажа, у меня нету категории. Я если пойду то есть на работу в поликлинику, да, мне посчитают где-то 10 тысяч сомов на руки. Чистыми. 10 тысяч. Это с условием того, что я уже вот работал, я знаю действительно какая-то очень трудоемкая работа. Вот даже элементарно, даже мой пример, откуда я ушел, вот с ССМ номер 14, я работал в жилмассиве Дордой, обслуживал, то есть Дордой 2, очень большое население, то есть один ГСВ обслуживает 20 тысяч населения. У нас на 2 педиатра было 17 тысяч детей до 14 лет. 17 тысяч детей, представляете, да? Там должно работать 4 педиатра. У нас было 4, даже это минимум, то есть должно быть больше намного. Нас было 2. Я сейчас ушел, сейчас работает 1. Уже 17 тысяч детей на одного педиатра? Да. Причем я так думаю, что это не самые здоровые дети, мне кажется. То есть до 14 лет это буквально вся группа, там очень действительно большое население, действительно очень большая нагрузка. Я вот 3 года я видел это все, я видел эти очереди, я видел это, как все проходит, давка, как много кто хочет попасть. И о каком качестве медицинского обслуживания, какое качество должно быть, когда врач уделяет так, то есть он должен быстро всех принять. Он уделяет как? Да, там быстро пишет, и это все волокита же, надо все заполнить, все карточки, все это все заполнить, все ровно, потому что завтра еще будет это спрашивать комиссия. Они приходят, еще проверяют это, и это все быстро, все давай, за буквально 2-3 минуты пациенту уделяется время. У него даже не спрашивается, где здесь идет профилактика, где здесь идет действительно лечение пациента. Например, вот взять обычную семью, вот, когда, скажем, ко мне приходит мамочка с ребенком и говорит, что вот так какие-то жалобы предъявляет, да? Ей все равно, что я пишу и что я заполняю, для кого я пишу, для какие отчеты, там очень много документов потом. Ей нужно, чтобы я больше уделил время. Конечно. Правильно? Я должен все посмотреть, я должен все пощупать, потрогать, поговорить с ней, тем более, если это годовалый ребенок, я должен спросить, как, что особенно происходит если это дома. Первый ребенок. Конечно, это очень важно. Вот эти все реформы, мне такое чувство, которые проведены были, они, вот я как изначально говорил тоже, писал, там буквально несколько человек, 4-5 человек, все, решили за всех. То есть не учитывая, как это все будет происходить. Где-то провели там, в пилотном проекте какую-то взяли городскую поликлинику где-то посередине, а вокруг что творится? Новостройки, жилмассивы, они
растут в геометрической прогрессии, дом на доме строится. Вот взять Тунгуч, там посмотрите, сколько этажных домов построил, взять Миклаши. На Востоке элитные дома не строятся, соответственно, количество людей, населения, соответственно, увеличивается. Но штат остается тот же, понимаете, да? Вот смотрите, на вас было, значит, на двоих 17 тысяч, Да. да? Это по 8,5 тысяч. И вот вы за такую работу получали? Ну, если я бы сейчас еще работал, я бы получал бы вот максимум, если там кто-то, еще мэрия, кстати, если добавить, 12 тысяч я получал бы. Да. Но кто-то найдется, кто скажет, вы врачи-взяточники. Ну, Да, к вам просто так. Вот. Ну, давайте, расскажите. если Сколько честно, взяток брали? Если можно, да, давайте я об этом расскажу. Взятки, где у нас есть взятки? Взятки у нас в основном это в хирургии и территориальных, вообще в больницах, больших больницах, где уже стационарно лечат, вот туда, чтобы положить, потом лечить, оперировать, денег стоит. В онкологии минимальное, чтобы оперировать, $1000. Это никому не секрет, я уже неоднократно говорил и могу и в ТВ сказать. Почему-то люди боятся об этом говорить, но Минздрав даже знает, никто никак не действует. Джугур Кенеши, я думаю, они тоже не слепые, они тоже знают, но действие ноль по взяткам. Потом, может быть, какие-то узкие специалисты, сколько-то там, и то у них нету такой ставки, столько, да, или столько стоит. Я знаю, что они как-то по 100 сомов какие-то деньги берут. Почему? Из-за того, что им тоже семью кормить надо. Они тоже такие же люди. У них такая же семья. Они домой приходят, дети просят, руки смотрят. За 10 тысяч сомов вряд ли что-нибудь себе, наверное, за электричество зима, электричество будет у нас стоить, если в частном доме будешь жить. Я вот больше 12 тысяч плачу. Только за электричество. А как быть? У меня тоже 4 детей. Но у меня просто другое направление, у меня и образование другое из-за этого. А вот если брать взятки, большинство людей, почему елдердің көбіне наразычылығы ошол көбінше больницалардан. Барат, қолысыны барат, айтат, бұл жерге мындай қоюыз, темір қоюыз, $100, $200, $300, $500, еще плюс операция. Да, если ты быстро приносишь, быстро сделают. Нет, короче, ты еще должен пролежать. Такие случаи тоже видел. Это кошмар. Да, из-за этого люди возмущаются. Почему? Они деньги берут. Не все деньги берут. Да, есть где-то 10-15%. Минздрав знает, кто, где, какие места жирные. Может быть, вот эти места сделать как ГАИ, чтобы они официально оплачивали, они зарплату получали из этого. Как-то узаконить, может быть, надо, но не так. Люди возмущаются, и это возмущение давно. Все знают, все говорят, но никто не действует. Да, а по реформам я бы хотел добавить то, что Министерство здравоохранения в прошлом году слиянием территориальную больницу объединилось с ССМом. Тем самым лучше стало роженицам, то есть беременным женщинам. Раньше они обследовались в одном месте, а рожали в другом. А сейчас им легче, потому что там же в одном месте, в одной больнице есть заместитель, который курирует это все, как-то ответственность на одном человеке. Раньше было в этом плане лучше. А то, что реорганизация и слияние с ССМ в города Бишкек, там врачам и медработникам стало тяжелее. Много, например, сейчас один директор и 4 главврача и очень много врачей, 700-800 врачей подчиняются центральному. И много волокиты у остальных поликлиник. Чтобы получить какую-нибудь ручку, штамп или еще что-нибудь, один врач, один медработник должен каждый день, только чтобы забрать какой-то час-два времени, уделять, идти в центральную поликлинику и забирать это все. И распределение КТО, и все, много-много всего решается в головном. И все туда стараются перейти, и оттуда так как больше возможностей.
Раньше как было? Раньше было каждый ССМ, был свой директор, свои деньги, они все распределяли внутри. Сейчас не так. И тем самым стало тяжелее врачам. Медработникам. Вы знаете, вот я вас слушаю, я догадывалась, что наша медицина находится в тяжелой ситуации, но я не думала, что настолько. И все-таки вот я как пациент, да, я стараюсь не попадать в ваши руки. Но тем не менее, когда речь зашла о ковиде, мне это не удалось. Я болела ковидом. Вот сейчас, вот знаете, мы с вами сидим, и там все время какая-то, да, медицинская сирена. Вот сейчас и меня как журналиста все время спрашивают, вот сейчас как ситуация? Люди стали меньше болеть, да, по сравнению с прошлым годом, вот вы как врачи? Статистика, да, статистика положительная. Получается, по болезни, вот чисто вот пример, который я сказал, в июле месяце действительно... Вы сказали мне, давайте да, теперь вот, расскажем об этом нашим подписчикам. В том году... Давайте я напомню, что мы говорим с врачом ЦЦМ Бахтияром Абсаматовым и Айдаров Нуралы, председатель профсоюза медработников. Мы говорим о состоянии медицины. Бахтияр приглашал главу Минздрава на дебаты. Глава Минздрава не пришел, поэтому мы предоставили трибуну. Вот получается, если взять пример прошлогоднего черного июля, вот летом, в июле месяце, статистика прям зашкаливала. Почему? Почему? Потому что и пример этого года, да, я как-то вот тоже скажу, заходил к Рахматуллаеву буквально вот после июля этого года, когда уже волна прошла, я как-то спросил, как вы думаете? То есть вы сравнили 2 июля, 20 и 21? Да, я сказал, как вы думаете, в этом году больше людей болело или меньше? Он мне говорит, вот у нас статистика, открыл, цифры показывают, что по сравнению с прошлым годом в этом году идет меньше, чем в прошлом году. А я говорю ему в ответ, а вы знаете, что мои коллеги, и я в том числе, испытал нагрузку больше, чем в прошлом году. Почему? Потому что... То есть статистика врет? Статистика – это, знаете, то, что вот ему предоставляют, это статистика по сдаче ПЦР-теста. То есть есть вирус, ПЦР положительный, нету ПЦР отрицательный. Да? В том году, в июле месяце, я сам 3 месяца работал без перерыва, буквально все население старались обслуживать. Там мы брали ПЦР-тест буквально у всех. Заезжаем домой, 1 человек болеет, 4 ВКонтакте, у 5 всех брали. Были еще такие моменты, что даже у соседей брали. Были такие моменты. В этом году я вот еще работал вот даже в декабре месяце, был ограниченный вот этот момент. Почему? Потому что приходишь домой, есть симптом, берем ПЦР, нету симптомов, ждем симптомов. Вот так. Вот такое распоряжение было со стороны Минздрава, то есть ПЦР-тестов налево, направо мы не разбрасывались. Если один где-то ПЦР-тест или там, 5-6 ПЦР-тестов ты куда-то израсходовал, все, начинает спрашивалка, куда, что, пиши, что и, короче, вот так. Представляете, да? Ага. Вот то есть... Это были такие моменты. Я когда даже, я, если честно, вот ездил, когда я не смотрел. Надо, бери, все. Вот. Но некоторые же выполняли и вот эти рамки. То есть болеет 1 человек, а 4 отдыхают. А у них ПЦР не берут. То есть 1 только берет, из-за этого эта статистика намного меньше стала, чем прошлогодняя. Да, я понимаю. Логично. То есть статистика была бы адекватна, если бы мы говорили, что на 1000 ПЦР было, допустим, 284, а сейчас 128. Да. Тогда бы мы понимали. Да. А если мы не знаем, сколько взято ПЦР... Да. Сколько упущено еще, понимаете, сколько упущено. Мы в том году действительно ходили, искали, разыскивали, делали, вот, находили через контакты, вот так, все, вы где находитесь, сейчас приедем, ПЦР возьмем, понимаете? А в этом году нет, все, все. Ограничено, понимаете, все, раз, ограничили ПЦР-тестов, действительно, были такие моменты, что их даже и не было. Как вы думаете, мы уже в постковидном периоде или еще в ковидном? Нет, еще ковид, я даже и в том году дал как бы на будущее такую информацию, что
ковид это такой вирус, который мутирует, и он будет мутировать как грипп, он будет постоянно с нами. То есть это, если завтра 5-я волна будет, то еще 6-я может быть, еще 7-я может быть. Ну, с гриппом мы все-таки научились как-то жить. С гриппом научились, а это сколько лет мы так делали, чтобы его научить? Сколько? Вот, это очень много, это столетний же все-таки результат. Так что... Как-то вы не успокоили. Ну, смотрите, почему? Потому что грипп, он тоже мутирует. Да, говорит, вот. он каждый раз те разный штамм. Вирусы, тоже. которые мы обуздали, эти вирусы, которые не могут свойства мутироваться. Это корь, это краснуха, это вот те, которые делаются вот, да, целенаправленно, зная, что он не будет мутировать, и уверены, что если получишь, все, он не будет болеть. А при коронавирусе это, я думаю, будет как бы, вот мы сейчас вакцины все получим, а потом еще завтра еще кто-то выпустит новый вид вакцины и от нового штамма. И я не удивлюсь, что это будет. И это будет. Как проходит вакцинация? Ну, если честно, медленно. Не все доверяют вакцине. Имеется в виду даже вот у простых населения, как бы, насчет вакцинации. Почему? Потому что мы сами медики, сами врачи, вот, профессора, очень много видео, в интернете видео есть, где профессоры других стран говорили, что ну как на мутирующий вирус можно сделать вакцину. Это вот та же самая грипп. Каждый год в Кыргызстан поступает гриппол. Есть такая вакцина от гриппа. Ну, каждый год поступает. И, и каждый год. Тот же завод, который делает, он делает каждый год по-другому. То есть на каждый, вот в этом году планируется какой-то вот такой вид гриппа. И он делается на этот грипп. А мы еще не закрыли 20-й год вируса, уже идет какая волна, да, и до сих пор вот эту вакцину мы не можем полностью. И что получается, как мы это закончим, и потом другой вид придет, все, давай еще. Ну вот вы как педиатр, вот сейчас дети пошли в школы, наконец-то. Что вот после этого нам ожидать? Очень сложно, честно, если честно сказать, очень сложно сейчас работать на фоне коронавируса. Почему? Потому что сейчас вот школа закрылась, да, один положительный, все закрыли. Тем более 2 недели у него инкубационный период, еще у кого-то может вылезти, еще 2 недели надо ждать. То есть это еще в течение 2 недель. Они как выявляют, у него положительный, но до этого дня он же был заразным же. Сколько он мог еще? Вот. И на фоне еще вот этого коронавируса сейчас сезон обычных простуд пойдет. А вот он уже, мне кажется, он уже пошел. Он уже пошел. Но я, кстати, хочу отметить, что после ковида другие вирусы стали немножко сильнее. Тот же грипп, он проходит не так, как до пандемии. Тот же, например, герпетический стоматит, тоже вирус герпеса, он проходит не так, как до ковида. То есть эти вирусы, они как-то, может, приспособились, как-то по-другому начали. Вот когда я пациентов до ковида лечил, своих детишек, да, я уверен, грипп, простуда в течение 2-3 дней. Да, все, я думаю, нормально будет. Нет, сейчас это все удлинилось до 5 дней. Герпетический стоматит тоже удлинился, температуру дает этот, явно герпес, там не ковид. То есть вот так. Paniковать стоит ли родителям? Паниковать не стоит. Что делать? Почему? Вот Потому это что же страшно. Больше всего все-таки боишься за своих детей. Я вот как изначально... У вас 5, у вас детей. 4. Да. Вот, как я изначально сказал, было когда видеообращение ко всему Кабмину, мы как медики, мы не можем глаза закрыть, мы не можем бросить действительно. Это уже у нас дошло до автоматизма. Мы должны помогать, мы обязаны помогать, да? Но что плохо, как относится правительство к этому. Они видят, что мы делаем, и без них это все. Пройдет. Дадим им косточку там. Они обрадуются вот так, типа, это же неправильное отношение. Это вообще вот другие страны, да, после, получается, пандемии, усиление идет, они увеличивают зарплату, они увеличивают надбавки, они платят разные дополнительные средства, внедряются в медицину, столько-то
миллионов рублей, миллиардов рублей вносятся вот в систему здравоохранения, а у нас что? Мы не можем до сих пор компенсацию выплатить каким-то 3500 человек, которые стоят документы, я как-то ходил, вот такая пачка. У которых стоит, приняты документы, да? приняты. Еще есть те, у которых не да, приняты. они не могут вот это еще выплатить. Вот, стоит пачка, а этот Аламкадыр Бейшеналиев говорит, мы по мере поступления, говорит, выплачиваем. Какой? Пусть спустится на этот, или зайдет вот этот 40-й кабинет, я ему лично вот эту пачку покажу. Списки стоят, всех регионов стоит списки. Они вот это не могут, походу он только залезает на свой кабинет и выходит оттуда потом вечером. То есть выводов мы, коронавирус, никаких уроков мы не извлекли. Конечно, это... Мы как государство. Да, это очень обидно и неправильно. Надо, вот реформа, да? Сейчас у нас в поликлиниках во всех, это по всей республике, у нас в ЦСМах, начиная от Бишкека, заканчивая всех отдаленных регионов, у нас там сотрудники в основном 50+. Понимаете, да? Понимаю. И что будет в течение 10 лет? Вот недавно... То есть наших с вами детей лечить уже будет некому. Да. Или надо ехать... еще нас-то есть кому? Да, или надо будет ехать в Казахстан и в Россию, эти же медики, которые туда уйдут, их там будут ловить, да? Вот так. И получается, вот буквально недавно я вот видел, Бакашева поехала в какое-то село, это вот Джалабадская область, буквально вот в интернете я вчера буквально прочитал, вот 10 молодых специалистов туда хотели отправить, из них из 10 один поехал и уже хочет уехать. Понимаете, да? Они ему предлагают, там, получается, местное управление, Акимят, да, предлагает 3000 к зарплате. 3000 всего лишь. Это же издевательство. 3000. Вот я думаю, знаете, как надо сделать? Надо сделать вот такую реформу, сделать проект. Мы должны сейчас на фоне вот этого всего, чтобы вот дальше хуже. Мы как уже привыкли, да? Болеешь, лечишься. Надо к этому не доводить. Не надо болеть, надо больше уделять время на профилактику. Пусть делают акценты больше на первичку. Пусть делают, ставят проекты молодого специалиста. Первичка это что такое? Это поликлиники? Это поликлиники. Да. Это поликлиники. Эти сотрудники здравоохранения непосредственный контакт ведут с населением. Если они, население будет миновать, как вот вы, например, сказали, минуют в основном, поликлиники идут в больницы. Это неправильно. К чему мы идем? Зачем строить сейчас, да, вот они хвастаются, мы вот эту больницу сделали, эту больницу. Ну, эти проекты и могут, очень много спонсоров есть, которые захотят это сделать. И без них, и не надо там лишнее много времени свое уделять. Надо уделять именно на первичку, чтобы сделать проект молодого специалиста. Зарплату 25 тысяч сом сделайте, пожалуйста. Пойдут, 30 тысяч сделайте. Надо, чтобы увеличить. Не хватает, вот очень не хватает детских невропатологов. Бакуш, Джал, 2-3 месяца в очереди стоят, чтобы попасть на консультацию к детскому невропатологу. Идут в частные клиники, вот этот Кортекс. Не хватает категорически. Надо вот какой-то вот такой проект вот сделать, вот, именно проект по молодому специалисту. И сразу из медакадемии уже готовить. Вот так и все. Можно я добавлю? Конечно. Вот насчет реформы. И вот, например, сейчас, если будем говорить о деньгах, государство будет говорить, что нет денег. Ну, да, государство скажет. Да, и раз нет денег, надо находить пути решения. Ну, один из путей, я думаю, это, вот, например, стоматологу мы ходим всегда платно. Пускай это даже государственное учреждение. Мы идем туда и оплачиваем деньги. Независимо от возраста, хотя есть у нас госгарантия, до 5 лет бесплатно. До 5 лет да, бесплатно, женщинам да. беременным бесплатно, там, пенсионерам бесплатно. Ну, такого нет. Идешь, все равно деньги даешь. Или в руки, или в кассу, или хоть как. Как в мировой практике. Во всем мире зубы лечатся платной основе. То есть зубы тебе нужны, идешь и лечишь. И тем самым, то есть если мы стоматологияны частныйға берсек, во-первых, біз аларға зарплата бербейміз, экономим. Во-вторых, они патенты будут получать, они бюджет заполняют.
Ну, пускай здравоохранение кетсин. В-третьих, ошол объектілерді, если мы будем в аренду им же самим же сдавать, это колоссальные деньги. Это можно пополнять такими путями. И в-четвертых, также они должны лицензию получать, проходить обучение, лицензию. То есть координирует Минздрав. То есть мы могли бы, то, что и так у нас есть, это бесплатно, но ничего бесплатно не делается. Все знают, что стоматологу нужно идти с деньгами. Без денег ты туда не пойдешь. То есть вы вот сейчас вот прям предложили отменить бесплатную медицину? Не бесплатную медицину, стоматологию. Стоматология, она платна. Я имею в виду именно стоматологов перевести. Да, только в платной основе, частные руки передать. Я предлагаю, это везде так. Зубы лечить. И за счет стоматологов? Да, увеличить бюджет. Это один из вариантов увеличения бюджета. Также есть у нас госпредприятие, сейчас скажу, ДЛО, Департамент лекарственного обеспечения. Да. Департамент лекарственного обеспечения, у них нету ни одного лекарства. Как они могут? Они не производят лекарства. Как они могут обеспечить нас лекарствами, если она не производит лекарства? То есть там тоже нужны реформы. Там очень много денег. Я уже 50 минут ранее уделял на эту тему, что лекарство колоссальный бизнес, бизнес номер один. И для регистрации лекарственного средства $3000 в казну и $3000 еще в кому-то в карман. Это просто один из вариантов. А лекарств море, а контрабанд еще больше. Это никому не секрет, и это правда. И все знают. Вот сейчас недавно руководитель ГКНБ, председатель ГКНБ выявил, что вот, оказывается, лекарства дорого стоят. Я это уже говорил 2-3 года назад. Все знают это, люди знают, любой может сравнить цены. Но как антимонополия, Минздрав не ведет никакую политику. Минздрав сейчас больше нацелена как карательный орган, но не напутствующий орган. А вообще должно было быть, чтобы Минздрав должна была напутствовать и улучшать систему здравоохранения. Я бы хотел обратиться к министру. Мы готовы заключить меморандум с Министерством здравоохранения и помогать во всех отраслях. То, что они не знают, мы можем подсказать. То, что они хотят увидеть, мы можем показать. Им рук не хватает, мы можем быть руками и на бесплатной основе. Мы готовы помогать и сотрудничать, заключить меморандум с Минздравом, если, конечно, они готовы. Айдаров Нуралы, председатель профсоюза медицинских работников, готов сотрудничать с Минздравом, а Бахтияр Абсаматов, врач ЦСМ, готов хотя бы дискутировать с Минздравом. А вот вы говорите, да, про платные и бесплатные услуги, но у нас есть еще фонд обязательного медицинского страхования, в который я, как работник, делаю какие-то отчисления. Я, правда, очень плохо в этом разбираюсь, но что-то отчисляю, и значит, мне эти деньги должны возвращаться в виде услуг. Все верно. Но у нас как она возвращается? Если ты ложишься в больницу, значит, стационарное лечение, в таком случае ты оплачиваешь меньше, чем другой человек, который оплачивает. Который не состоит не состоит в фонде. А по-моему, должно быть вот так. Ты начисляешь деньги, у тебя накапливается сумма, энная сумма. Ну, ты же не каждый год болеешь, особенно в нашем возрасте. Да, мы то не есть, болеем. если ты не лег в больницу, то это твои проблемы. Нет. А по-моему, должно быть это фонда обязательного медицинского страхования должно накапливаться сумма, она может даже удваиваться. Это же можно же таких выпадов. Да. И какие-то моменты, например, предположим, тебе нужна операция, и у тебя хватает, у тебя на это все достаточно денег на медстрахование, и мог бы ошону иштетсең жакшы болмок да. Эгер де ушундай болсо, но у нас нет, мы просто платим, куда не знаем, платим, да. И все, да, так и есть же. Мы платим, но взамен возврат никаких действий. То есть, если я вот уже как 12 лет
оплачиваю ФОМС и ни разу не лег в больницу, то мои деньги просто кому-то куда-то, зарплата, я не знаю, кем, куда, зачем, ну, уходят. И не только я, это вся государство. Во всем государстве у всех, наверное, один и тот же вопрос. Кстати, сейчас же Минздрав совместно с соцфондом же, то есть Министерство здравоохранения плюс сейчас пенсионный фонд. Пенсионный фонд тоже должно накапливаться. Мы должны знать, какую сумму у нас накопилась и как она идет. И, например, к 40 годам у меня какая сумма будет. У всех есть возможность вернуть свои деньги, если они переезжают за границу. Но мы, то есть пенсияга чыккан учурубузда эмне себептен бизден ошол сумма, которая наша, должно быть почти миллион, да, если не больше, если она удваивается. Но, к сожалению, пенсионеры получают 3000 сомов, выходя на пенсию. И если сейчас будем копать соцфонд, я уверен, что коллапс будет в соцфонде. В соцфонде денег нет. Из моих денег, из ваших денег оплачивают пенсию другим. А где деньги тех людей, которые уже за 30 лет выплатили? Нету. То есть разворовали, денег нет. Это правда. Сейчас будет копать. Нет, ну наши-то деньги не должны лежать. Наши деньги сейчас так, не это, то, что... Нет, не то, это что... стандартная процедура, что работающие содержат ныне неработающих. Нет, а наши потом с вами дети будут содержать нас. Нет, это не так. Нет, это не так. Вообще стандартная процедура должна быть так. Мои деньги должны работать на меня. Почему я должен выплачивать государству и оплачивать? Мои деньги должны работать и удваиваться причем. Она должна... Мы сейчас о ФОМСе говорим? Нет, мы сейчас говорим о соцфонде. И о ФОМСе тоже. Да, о ФОМСе то же самое. Если ФОМС проведет такую реформу, они будут молодцы, из наших денег, а эти деньги, чтобы не просто так тратились кому-то куда-то, непонятно куда, зачем, а именно удваивались, в разных проектах можно это удваивать, или же как-то добавлялись, даже элементарно, пускай в банк поставят, они будут накапливаться. Верно ведь? Наши деньги должны приносить денег, но, к сожалению, наши деньги просто... Нет, я хочу, чтобы вот ФОМС, вот то, что я плачу, приносили мне... Пользу. Да. Да. Вот, но я этого не вижу, потому что, опять же, вернусь вот к тому, что я болела ковидом. Даже болея ковидом, я постаралась снять за себя лично нагрузку с государства. Я лечилась в частной клинике. Но когда я вышла из этой частной клиники, я обратилась в Минздрав, благо у меня есть такая возможность, я журналист, и сказала, я хочу знать, что я здорова, что ковид не оказал на меня трагических последствий. Какие анализы я должна сдать? То есть мне кажется, что система здравоохранения – это, понимаете, система здравоохранения, она охраняет мое здоровье. Должна быть заинтересована в том, вот, чтобы не только меня вылечить. Я спросила, что я должна проверить, мне сказали по симптомам. То есть я должна была дождаться, что у меня что-то снова заболит после ковида, и после этого лечиться. Вот мне кажется, что мы сейчас придем к тому, что большое количество людей у нас, во-первых, бесконтрольное использование антибиотиков. Как это называется, когда антибиотики не будут действовать, когда они действительно необходимы. Резистентность появится. А во-вторых, появится большое количество людей, больше, мне кажется, я так думаю, я не врач. Мои опасения... Больше появится пациентов с тяжелыми хроническими болезнями. То есть это так. Вот вы как врач, вы уже видите, что таких людей становится больше? Это действительно... Я даже не удивлюсь, что в течение 5 лет очень много медиков будут инвалидами. Не только медиков. Ну, это так грубо говоря. Не только медиков. Да, население, которое не получило соответствующую реабилитацию, ждите худших, то есть последствий. Это нормально. И это факт, и все медики это подтвердят. Но почему-то Минздрав политикой своей не проводит эту реабилитацию, а государство то есть
Я думаю, все-таки нужна была правильная иллюстрация, правильные люди должны были работать. Но не мне судить, бог с ним. Но сегодня у нас проблема та, что будут инвалиды, государство еще будет оплачивать много денег на содержание этих инвалидов. Вот как раз, можно, да, добавлю? Вот как раз эти же, ваши же, получается, вопросы и вопросы очень многих людей опять, то есть, упирается именно в первичное звено. Там очень много ничего нету там. Вот реально. Кроме того, что пошел, сдал кровь и все. То есть, если бы вот то, что да, обычно в частных клиниках вот происходит, если бы эти бы как бы лабораторные возможности были бы и в поликлиниках, то, я думаю, было бы очень проще и народу, и медикам обычно, которые работают там в первичном звене. Мы когда что-то делаем, отправляем, звоним, вот это есть? Нету, да? Ладно, ну, что теперь делать? Вот так я вам говорю то, что я в течение 3 лет отправляю элементарно на кровь, гемоглобин проверить ребенку. Нету этих, получается, реактивов. Такие моменты тоже были. И это были еще до пандемии, понимаете? И те директора, которые сидят сейчас, эти директора, которые сидели еще в течение 10-20 лет, как они могут? Им надо было это все предоставлять. Вот в 14-й поликлинике население 100 000 человек, нету рентген-кабинета. Нету рентген-кабинета. Я видел один раз такую историю печальную. Ну, я сам его просто увидел. Вышел как-то после работы с Дульдоя. Смотрю, едет мужчина с ребенком. Ребенку перелом руки. Он едет рентген сделать к 3-й детской больнице. Понимаете? Вот до чего вот. Едет через весь город, ребенок плачет. И, соответственно, едет 3-я детская. Скорая, ну скорая когда? Через сколько приезжает скорая обычно? Час, 2. И это тоже опирается. Не хватает 80 человек, вот буквально летом говорили, да? Не хватает 80 сотрудников в городскую скорую помощь. Не хватает 80. 2-3 дня поговорили, все замолчали. А что, там за эти 2-3 месяца 8 человек появилось? Да нету, ничего там нету сейчас. Понимаете, город растет, а станция скорой помощи как была 10 лет тому назад, ну там машины увеличились, обновились, но работники-то не приходят туда так в большом количестве. Соответственно, извините меня, я помню, я сам работал там в 2008 году, 10-х годах, 2 года. На весь город, представляете, да, тогда 40 новостроек было. Знаете, сколько педиатрических бригад было? 5. Представьте, да? 5 машин педиатрических бригад. Это смешно. Мы с 2-3-часовым опозданием ездили к пациентам. И мне можно я добавить? Смешно, конечно, но мне хочется плакать. Да, конечно. Я мисалы айтат элем да, я же экономист, то что элге эмне жетишпесе ошол тармак ойногот да, частный секторда. Элде, значит, медицина тармагынан аксаган үчүн частный клиникалар ачылды. Сердечно-сосудочный бияка жаткыза албаган үчүн частный ачылды. Скорыйлар жетпеген үчүн частный ачылды. А Минздрав уктап жатат. Ну, это же просто же. Нет? Анализ. Очень легкий анализ. Чего именно кайсы багытта частныйлар өнүгүп ачылып атса, значит, государство в этом направлении хромает и нужно проводить реформы. Это правда. Это чистая правда. Это видите, модернизация первичного звена, приглашение. У нас очень много грамотных специалистов выходит ежегодно с медакадемии. Я даже не сомневаюсь. То есть вы не сомневаетесь, что есть врачи, которые есть. Это наша все-таки АЗы, это все-таки медицинская академия. Я сам заканчивал эту медицинскую академию. Это действительно база хорошая, да, и которая ценится по всему миру. Мы выпускаем, а там работают. Пожалуйста. Почему? Потому что правительство не может их устроить элементарно, да? Предложить, вот, давай, работай в этой поликлинике, ну, работай в этой новостройке, да, 25-30 тысяч сомов, лишь бы, чтобы он работал. Пусть берут какие-то, вот тоже выход, да, как-то
Почему? Потому что вот мэрия, например, да, пусть тоже помогает. Это же непосредственно тоже население города. И почему должно заниматься только бабуш один врач, который работает с 10 тысяч человеками? Он должен помогать, поощрять, работай, давай. Ну, этот предложил 3000 сомов, ну это же стыдно же. Предложи ему 20 тысяч сомов, если действительно не хватает там. Вот 20 тысяч сомов, ну что, 2-3 специалистов, зато там будут сидеть специалисты. То есть люди уже будут знать, потом не убегать. Я туда пойду, все, значит, там я найду и детского невропатолога, и если мы модернизируем поликлиники, вплоть до вот прям лабораторная диагностика, там пусть будет хотя бы на 60-70% сформирована. Люди уже будут ходить, знать, я там смогу сдать, понимаете? Они не будут уже убегать. Да, все верно. Также нужно туда еще отметить то, что у медиков, которые давно работают, лет 10, которые работают, у них есть синдром пищеварки. Они, принимая больного, они сидят и пишут, потому что реформы все привели к этому. У них более 40 разных анкет, которые они должны заполнять за то, чтобы получать зарплату. Не за то, что они лечат. Не за то, что они меня вылечили, да, а за то, что они заполнили на меня бумажку. Да. Вот это как раз вот эта реформа индикаторская, она к этому приводила. Я вот даже вот говорю, вы сами представьте, да, ну сидит у меня 20 детей в очереди, например, да, сидят 20 детей. Я должен среди этих 20 детей искать, кто вписывается в эти индикаторы. А остальные что? Я же буду их все равно смотреть. Понимаете, они вот эту нагрузку не ценят. Действительно, какая колоссальная нагрузка уходит, и надо вот действительно прям все силы сейчас туда бросать. Потому что, вот как я тоже изначально говорил, тоже на видеообращении, именно в дальнейшем ковидные пациенты, и это все пусть будет оставаться на первичном звене. Не надо сразу иди в больницу. Пусть это все остается там. Если есть улучшенная лабораторная диагностика, все сделал, все ништяк, вот как вы сказали, да, все, что необходимо узнать, какое ваше состояние постковидное, да, все, вот так врач посмотрел, вот вам рекомендации, что надо делать в течение месяца дома, и все, после ваших анализов. А сейчас, если это все будет говориться, к этому опять придет, то есть вот это все надо улучшать, вот это все надо добиваться. Мне сколько раз вот мы ходим в Минздрав, говорим, предлагаем, нас не слышат, или, не знаю, они вату что ли ставят в ухо. Действительно смешно. Вот так. По вакцинации, может быть. У нас еще по вакцинации мы хотим поговорить. Да, давайте, иначе у нас закончится время. Да, по вакцинации, может быть, расскажешь, что как вообще. Я вот думал, если государство тратит очень много денег для покупки этой вакцинации, можно ли как-то обойти это все? Ну, если у человека есть антитела, то зачем ему вакцинироваться? То есть у него уже вакцина внутри есть. Это простыми словами. Ну, тут решает, вероятно, ВОЗ. Давайте мы эту тему обсудим в следующий раз. Сегодня мы говорим о состоянии в целом нашей медицины. Я вначале сказала, что наша медицина больна. По моим ощущениям пациентским, поговорив с вами, мне кажется, что наша медицина в коме. Вот перебью, да, конечно. Вот один момент насчет КТУ. Мы вот как раз с Жылдой Меловной говорили насчет КТУ, да. Я ей говорю, мы же знаем, мы общаемся с нашими коллегами, которые работают в регионах. Бакинской области, Нарынской области. Есть медики, которые 10 лет, 5 лет не знают, что такое КТУ, ни разу не видели, хотя они выполняют такую колоссальную работу. Вот, например, если я директор какой-то, да, организации, я вижу, как мой коллектив пашет, да, кровь из носа, я буду просить у государства, чтобы их нормально обеспечивали. Правильно же? Я же не буду все это скрывать. Зачем мне это? Вообще неправильно это, не то, что не выгодно, это неправильно. Применять какие-то другие еще мысли в сфере здравоохранения не должно быть никак. Только улучшать, делать условия, все.
когда делаются условия для медика, соответственно, делаются условия и для населения. Спасибо вам большое. Тема бесконечна, к сожалению, Да. потому что состояние медицины и, главное, отношение к медицинским работникам таково, что об этой теме нужно говорить и говорить, но время эфира у нас ограничено. Спасибо вам большое. С нами были врач ЦСМ Бахтияр Абсаматов и Айдаров Нуралы, председатель профсоюза медицинских работников. И мы надеемся, что Минздрав, люди, принимающие решения, нас услышали. Ну а вам, дорогие подписчики «Кактус Медиа», я могу пожелать только быть здоровыми, потому что вы видите, ситуация аховая. Спасибо вам большое. Надеюсь, что все у нас с вами получится. Спасибо вам, что вы пригласили. Телезрителям тоже желаю здоровья. Сейчас идет волна вирусная, там и все вирусы, так что берегите себя, здоровья, укрепления, и все. Я думаю, будет все хорошо. Спасибо вам большое. До встречи.